Еврорадио.ФМ. Мне вас главное Виталием не называть. Ну, это ты смотри на меня. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Депутат Палаты прадстаўнікоў Ганна Канапацкая перакананая, што праект саюзнай дзяржавы даўно праваліўся і прыспеў час яго закрываць. І нават распачала збор подпісаў пад адпаведнай петыцыяй. Іншае меркаванне прытрымліваюцца левыя з партыі «Справядлівы свет». У партыі лічаць, што удзел у саюзнай дзяржаве карысны для Беларусі і неабходна не толькі супрацьдзейнічаць заклікам да выхаду з гэтага праекта, але і пашыраць інтэграцыю Беларусі і Расіі. Чаму зараз сярод палітыкаў актуалізавалася пытанне саюзнай дзяржавы, мы сёння і абмяркуем з маімі гасцямі ў студыі. А это депутат Палаты прадстаўнікоў, сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі Ганна Канапацкая і намеснік старшыні партыі «Справядлівы свет» Валерый Ухналёў. Добрый дзень, шановное гаспадарства. Прывітанне. Давайте, гаспадар Валерый, з вас пачнем, тым больш, што буквально вось у гэтыя выходныя праходзіў з'езд партыі і пытанню, ну, апроч таго, што было пераабраны старшыня, былі пераабраныя яго намеснікі, вельмі шмат месца заняло вось гэтае пытанне саюзнай дзяржавы. Для партыі «Справядлівы свет» пытанне саюзнай дзяржавы такое важное? Ну, мы считаем, что да, это не последний вопрос, который сегодня интересует нашу партию, и мы считаем, что это не тот вопрос, который сегодня не интересует граждан Республики Беларусь. В разной степени они к этому привержены или отторгают, но тем не менее сегодня в Республике Беларусь в большинстве своей благодаря средствам массовой информации государственным этот вопрос будируется, и поэтому мы как партия, которая претендует на то, чтобы наше мнение как бы учитывалось, и мы хотим, чтобы наше мнение знали граждане Республики Беларусь, естественно, мы должны были бы выработать это мнение партии, а не конкретного человека, там Ухналёва, Калякина или Петрова, Сидорова. Поэтому, да, на съезде партии в субботу, 8 числа, было определенное, ну, я бы не сказал, что очень много времени, но, тем не менее, этому вопросу было отведено специальное время. Была дискуссия, выступали люди с разными точками зрения, и решение было партийного съезда, высшего, значит, форума партии, что, да, партия, Белорусская партия левых «Справедливый мир» приверженцы к тому, чтобы Беларусь не только оставалась в рамках действующего союзного государства, договора о союзном государстве, но и дальше продвигала его, и мы могли бы реализовать те установки договора, до реализации которых мы не дошли, и мы считаем, что это плохо. Ганна Анатольевна, але вот тое, что вы раптам выступили супраць саюзнай дзяржавы і сказалі, што гэты праект сябе не апраўдаў, ці ўжо вычарпаў сябе, его варта закрываць. Што менавіта? Якая можа быць падзея? Ці якая кропля стала апошняй, што вы прыйшлі да такой высновы, напісалі адпаведны допіс на сваёй старонцы афіцыйнай у Фейсбуку, ну і ввогуле так звярнуліся да людзей з такой инициативой? Ну, все началось еще в прошлом году, когда вопрос об усиление интеграции стал подниматься и в средствах массовой информации, и на различных уровнях власти, когда была создана рабочая группа по взаимодействию, интеграции. Вот. А когда праздновали День воли в Минске, и я увидела поддержку со стороны своих коллег по правоцентристской коалиции, которые тоже говорили, во всеуслышание говорили о том, что в Беларуси не место в договоре о коллективной безопасности, что в Беларуси это суверенное независимое государство, которое должно позиционировать и себя как часть всемирного политического бомонда, вот, то, конечно, я выступила с аналогичным заявлением и написала об этом в Фейсбуке, и как раз-таки инициировала сбор подписей. И даже тогда уже на Дне воли было собрано порядка более 200 подписей, и эти подписи были направлены в администрацию президента, да, с требованием выхода из союзного договора.
причины, которые сподвигли меня говорить о том, что Беларуси не нужно союзное государство, потому что я, в отличие вот от партии «Левый справедливый мир», не вижу результатов этого объединения для Беларуси. Я, наоборот, вижу угрозу потери независимости и суверенитета для Беларуси, да, потому что, когда вы внимательно читаете договор и видите, что парламент союзного государства состоит на 25 депутатов от Беларуси и 73 депутата от Российской Федерации, я понимаю, что вы не проведете ни одно решение, которое было бы в пользу Беларуси. Ребята, у вас уже сегодня есть палата представителей, которая зависит не от граждан, а от другого человека. Это мы видим, какой это огромный минус для страны, как это тормозит развитию. Если, кроме того, я вижу, что если у нас возникают какие-то экономические разногласия, мы не решаем его в рамках этого договора о союзном государстве. Наши все разногласия мы решаем либо в рамках двусторонних соглашений, либо мы решаем в рамках Евразийского экономического сообщества. Какие плюсы сегодня для Беларуси несет это союзное государство? Для меня никакого. Для меня это угроза потери независимости и суверенитета Беларуси. Валерий Петрович, калі б год тому партия «Справедливый свет» там пачала говорить про союзную державу, необходимость там вот, ну, заставаться в этой союзной державе, ну, люди, может быть, хмыкнули и сказали, ну, левые, ну, вот, как бы, что з іх возьмешь, и, как бы, нормально, это их позиция. Пасля таго, як з Кремля пачаліся вот гэтыя размовы пра паглыбленне інтэграцыі ў межах саюзнай дзяржавы, пра неабходнасць увядзення тэрміновага адзінай валюты і гэтак далей, у адказ пачаліся развагі на тое, што ўсё гэта прывядзе да страты суверэнітэту. Зараз казаць пра паглыбленне інтэграцыі, гэта как бы, ну, намекаць на тое, што мы за тое, што Беларусь можа быць сабе і не вельмі такі і незалежнай і суверэннай дзяржавай. Вось абвінаваціць у тым, што вы как бы супраць дзяржаўных інтарэсаў краіны працуеце. Нет, ну это очень такой интересный подход с твоей стороны. Значит, естественно, что никогда партия «Справедливый мир» не говорила о том, что для нас не важен суверенитет, независимость. И в нашей программе партийной ее можно прочитать, везде она есть. Значит, мы, естественно, стоим за то, что Беларусь – это суверенное, независимое государство. И ни о каком как бы слиянии с каким бы то ни было, ну сейчас мы говорим о России, значит, речь не идет, мы против этого. Это однозначно. Есть наши документы, которые мы принимали и год назад, и 2 года назад, и так далее. Но здесь же вопрос стоит о том, что есть определенный, подписанный руководством стран, с одной и с другой стороны, значит, договор, в котором все расписано. И мы считаем, что этот договор не несет никакой, значит, проблемы, связанной с утратой суверенитета и независимости. Есть статья 6 этого договора, где четко расписано, что, значит, союзное государство, значит, ни в коем случае не претендует на суверенитет, независимость, территориальную целостность и так далее, и так далее. То есть это все расписано. Вопрос, почему сейчас вопрос этот как бы, ну, поднимается ожил. Одно дело, подписанный руководством государства, государством, так скажем, Белоруссию, Россию, значит, договор, который, ну, нужно выполнять, раз мы подписали. И другое дело заявление отдельных политиков, государственных там деятелей, политических и так далее. Это разные вещи. Мы говорим о разных вещах. Там же Жириновский что-то сказал, даже премьер-министр Медведев что-то сказал. Ну, сказал и сказал. Это его личное мнение. У вас есть личное мнение, у меня есть личное мнение, но есть подписанный договор. И мы считаем, что тот договор, который подписан, он дает выгоду Белоруссии. Это, во-первых, все, что связано с нашими прежними связями, мы их только можем укреплять, и это здорово. И ну, что мы будем закрывать глаза? Что сегодня основной рынок сбыта для белорусской продукции – это Россия. Значит, энергоносители, которые мы получаем с России по тем ценам, которым получают, дают выгоду Беларуси там, по разным оценкам, там, ну, миллиарды там, до 18-20% ВВП. Это что, плохо? А вопросы, связанные с перемещением рабочей силы, значит, капитала, вопросы, связанные с чисто культурными, гуманитарными вещами. Ведь, с одной стороны, мы говорим так, значит, вот договор, он плохой, он уже ничего не дает, значит, надо от него отказаться. Но
значит, от договора отказываемся, но надо, чтобы осталось. Значит, те преференции, которые мы имеем от России по энергоносителям, по рынкам сбыта и так далее, и так далее. И мы видим, что когда-то в России возникают какие-то между Россией и Белоруссией, там, чисто экономических планах связаны так называемые там войны, молочные, там еще какие-то, да, то это ай-яй-яй, мы кричим, что это все очень плохо. Да, очень плохо. Но если бы государство, с одной стороны Беларусь, мы сейчас говорим о Беларуси, а с другой стороны Россия, значит, выполняли и смотрели как бы в тот договор, который есть, то этих войн не должно было быть. Вопрос в другом, что есть договор, а есть, значит, практика, так скажем, взаимодействия двух стран, близких, значит, и так далее. Но, тем не менее, как правильно они говорят, они как бы решаются проблемы на двухсторонних, но есть договор, которым эти проблемы могли бы на основании этого договора решаться, и вообще их не должно было возникать. Вот это важно. Ну, да, у меня очень много, конечно, как бы возражений на то, что сказал Валерий, потому что, ну, давайте будем честными, да, в Конституции Советского Союза тоже было записано о независимости всех республик, в том числе Беларуси. Фактически мы видели, к чему это привело, да, то есть и здесь, вдумайтесь, да, мы не говорим, что это будет союз республик, да, мы говорим о том, что это будет союзное государство. Я вам привела пример по поводу парламентского собрания, да, Союза Беларуси и России, да, когда у нас нету никаких шансов провести свое решение. Вы сказали, что это экономически выгодно для Беларуси, но, например, сейчас в рамках союзного государства мы не договариваемся о газе или о едином сырьевом рынке. И Россия, введя свой налоговый маневр, никак нам его не компенсирует. Я додам, что когда налоговый податковый маневр завершится, то после 24-25 года мы будем отрымливать все равно по сусветных коштах еще. И кроме того, вы немножко ошибаетесь, потому что у нас есть ЕАЭС, в рамках которого как раз-таки будет единый для большего количества стран, для 5 стран будет единый рынок энергоресурсов. Кроме того, для 5 стран будет единый рынок поставки белорусской продукции. И это, с моей точки зрения, один рынок, это намного меньше, чем 5. Кроме того, уже сейчас к ЕАЭС с точки зрения экономики подключается ряд стран по тем или иным торговым позициям. Например, совершенно недавно было ратифицировано соглашение с Ираном о присоединении его к договору о создании ЕАЭС с точки зрения беспошлинной торговли между Беларусью, Россией и другими странами. Точно так же сейчас готовится к подписанию соглашения с Турцией и с другими странами. Это действительно более выгодный союз. Кроме того, у нас есть СНГ. Это тоже союз государств, в котором есть органы, начиная от исполнительной, законодательной и судебной власти, то есть, которые могут решать все наши вопросы. И это, простите, не одна страна для сбыта, не 5, а 11. И в рамках этого союзного содружества независимых государств мы устанавливаем ставки таможенных пошлин. У нас беспошлинная торговля со всеми республиками, входящими в... И никто не говорит о том, что Евразийское экономическое сообщество или договор СНГ несет угрозу независимости Беларуси, потому что там равные партнеры, потому что там решение принимается одна страна, один голос, и мы можем влиять на то или иное решение. И действительно, если мы еще раз вернемся к отношениям с Россией и те преференции, которые она нам якобы предоставляет, то все эти преференции мы будем иметь не в рамках союзного договора, а в рамках единого рынка стран, входящих в ЕАЭС. Это очень спорно. Что мы будем иметь, это еще не факт. Валерий, вы говорите вот то, об условиях договора. Да, в условиях договора на сегодняшний день мы имеем то, что имеем. А мы имеем, извините меня, газ за 190, когда Европа имеет за 250, а Украина за 390 и вся там за 300 и так далее. То есть мы сегодня это имеем в рамках союзного государства. Вы за газ хотите продать независимость Беларуси? Причем тут газ и независимость Беларуси? Мы имеем рынки сбыта. Какой рынок сбыта? Какой? Обыкновенный рынок сбыта. Вы посмотрите, 60% сегодня 60% экспорта белорусских товаров это Россия. Давайте вернемся до рынков сбыта. Мы имеем ежегодно, по оценкам наших экономистов, нашего правительства, мы имеем, допустим, за прошлый год имели 9 миллиардов преференций долларов, значит, от Украины, от торговли с нефтеносителями. Валерий Ухнарёв, Ганна Конопадская, Зміцер Лукашук. Короткий выпуск новинок на Евроради и вернемся до нашего меркования.
Еўрарадыё. Навіны наша справа. Пры мікрафоне Роман Устінаў каротка пра асноўныя падзеі. Прызначаючы Юрыя Караева міністрам унутраных спраў, Александр Лукашенко абазначыў прынцыпы яго працы быць у меру жорсткім і паважаць людзей. Па словах Лукашэнкі, рашэнне па прызначэнні Караева ён прымаў на безальтэрнатыўнай аснове. Кіраўнік Беларусі параіў міністру быць бліжэй да людзей, згадаўшы нядаўні інцыдэнт з цыганамі ў Магілёве, калі падчас расследавання смерці лейтенанта ДАІ міліцыянты перавысілі свае паўнамоцтвы, а пасля не выбачыліся перад цыганамі. Па словах Лукашэнкі, так рабіць нельга. Акрамя прызначэння новага кіраўніка МУЗ, Александр Лукашенко правёў шэраг іншых перастановак. Так, міністрам аховы здароўя прызначаны Уладзімір Каранік, якім да апошняга часу быў галоўным лекарам Мінскага гарадскога клінічнага анкалагічнага дыспансэра. Новыя прызначэнні таксама адбыліся ў Савеце бяспекі, камітэце дзяржаўнага кантролю, а таксама праўленні Нацыянальнага банка. Акрамя таго, кіраўнік дзяржавы даў згоду на прызначэнне Віталя Воўка генеральным дырэктарам Мінскага трактарнага завода. У галоўны офіс групы кампаній «Патія», якая кіруе сеткай крамаў бытавой тэхнікі і электронікі «Пяты элемент», 11 чэрвеня прыйшлі з ператрусам сілавікі. Пра гэта піша Тутбай. У кампаніі пацвердзілі гэту інфармацыю, але дадалі, што праца працягваецца ў штатным рэжыме. Сілавікі нікога не затрымалі, але канфіскавалі дакументы для праверкі. У выніку офіс кампаніі і ўсе крамы працуюць у штатным рэжыме, паведамляюць у «Патія». Нагадаем, што сетка «Пяты элемент» з'яўляецца партнёрам Федэрацыі футбола, тэніса і баскетбола. На сёння сетка налічвае больш за 50 крамаў бытавой тэхнікі і электронікі. Роман Устінаў, служба інфармацыі. Еўрарадыё.FM. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Вы чуеце, што нават падчас навінаў нашыя госці не маглі спыніцца і працягвалі дыскусію. Зараз не даюць мне пачаць. Валерый Ухналёў, прадстаўнік партыі «Левы справядлівы свет», Ганна Канапацкая, дэпутат палаты прадстаўнікоў і сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі. Спрачаемся наконт таго, ці варта нам выходзіць з праекту «Саюзная дзяржава». Валерий Петрович, Ганна Анатольевна не выступае за тое, каб разрываць канчаткова сувязі з Расіяй. Яна выступае за тое, каб супрацоўнічаць у Расіі, але ў межах больш шырокага праекту інтэграцыйнага, які называецца ЕАЭС. А саюзная дзяржава, на яе меркаванне, яна ўжо аджыла сваё. Ну, па-першае, ее не было. Да? Вось гэта была дамова аб стварэнні гэтай дзяржавы, і вось... Яна не то, что не было, яна до конца не зробленная. Да. Это был хороший шаг, который начался, и нормально все пошло, но потом, значит, сменились руководство в России, пошли другие тенденции в России. Россия набралась от нас опыта, как задавить, значит, все, что можно задавить в республике, и пошла другая ситуация. Вы очень правильно сказали. Коли нечто пошло не так с этим проектом, але есть параллельно иншее, ну так давайте нет, от этого неудалого отмовимся. Нет, кто мешает сегодня и работает в системе, значит, более широкой ЕАЭС, да, значит, мы там работаем, но она еще тоже, и даже президент наш говорит, что там еще, ой, сколько нужно работать, чтобы она заработала нормально. А здесь есть нормально работать. Так зачем распыляться на несколько проектов? Давайте реализовывать один, который принесет больше выгоды и не будет создавать никаких угроз. Вдумайтесь, пока если сегодня в умах уже это есть, значит, оно будет. Вот давайте, вот простой пример, который, наверное, волнует очень многих, да, это язык. Вот я, кроме Конституции, равности двух языков в Беларуси, не замечаю. Змитер, вы, окромя якой Конституции, где-нибудь бачите ровность мову? Нема такой ровности. Ну и что? Як так а что? Так что, причем здесь союзный договор к белорусской мове? А потому что у союзной державы будет одиная державная мова, русская. Кто вам это говорил? Где это записано? Где это записано? Нету такого. Нету там такого в домове. Не надо рассказывать. Вот домова, почитайте. Нету там такого. Точно так же, как там и нету, что если будет единая валюта, то это будет российский рубль. Почему вы решили, что это будет российский рубль? Я говорю о том, что... Это все будет единое. А где будет эмиссийный центр находится? Это будет решаться. Почему, наверное, сегодня и нет как бы вот продвижения какого-то, как уже начали говорить, о едином
единой валюте, потому что не решаются эти пока проблемы, не находятся. Это процесс, который должен прийти. Это должно быть выгодно не только Беларуси и не только России, это должно быть взаимовыгодное соглашение. Сколько проблема решалась и как дальше продвигается процесс, допустим, скажем, с единой европейской валютой? Ведь тоже же не все сразу пошли, многие страны остались. Сейчас постепенно туда люди, страны включаются в единую зону евро. Но это же процесс, это не просто так. Вот написали бумажку сегодня и завтра все пошло. Это надо смотреть, какие выгоды от этого получит одно государство, какие выгоды это получит другое. Как здесь найти интерес, значит, одного и другого, и не ущемляя каких-то Ну так вот интересов. расскажите Это вы выгоды от введения единой валюты. Вот я, например, как бы понимаю, если бы это единой валютой было, например, евро или доллар, да, потому что они котируются на мировом рынке, и потому что они являются, да, и часть наших золотовалютных резервов хранится в этой валюте. И, Валерий, я хотела бы вернуться чуть назад. Вы сказали, что тогда, когда создавался союзный договор, это были другие условия, и у власти были, вернее, вы сказали, что у власти были в России другие люди. Да. Но тогда и условия, которыми обладала Беларусь и Россия, тоже были другими. В 1994 году экономика Беларуси была на подъеме. У нас не было, например, внешнего долга, который сегодня вырос катастрофически, почти $4000 на душу на одного человека составляет. И тогда наша экономика развивалась, и тогда у нас были полные закорма родины, в которых были зловалютные резервы, и у нас не было такого огромного внешнего долга. Что мы имеем сейчас? Мы имеем сейчас огромную задолженность, в том числе перед Россией. Мы имеем отсутствие свободного продвижения наших товаров, работ, услуг на российском рынке. Вы посмотрите, мы IT-страна, мы создаем парк высоких технологий, но мы не имеем права участвовать в государственных закупках на территории Российской Федерации. И этот вопрос мы решаем в рамках ЕАЭС, потому что Евразийская комиссия занимается этой проблемой, а не союзное государство или наши там... У нас есть парламент, он работает, парламентское собрание союзного государства. Почему тогда они там не решают? Это не парламент. У нас нет единого парламента. Его никто не избирал. Это назначенные люди, это собрание, парламентское собрание, и оно ничего не решает. Послушайте, оно тратит бюджетные деньги. Да. Вот для меня это тоже угроза. Оно же ничего не решает. Так зачем мы тогда на него сегодня тратим огромные бюджетные средства? В Беларуси есть куда тратить свои деньги. Правда. Поверьте мне, а так депутаты ездят в Москву, в Питер, 25 человек. Получают командировочные, суточные. Хорошо. И ничего не решают. И вы сами говорите, что ничего не решают. Почему? Так... Они ничего не решают в плане продвижения, потому что это не законодательный орган, они ничего не принимают. Они принимают, извините меня, вот там бюджет союзного государства, который тоже не маленький. Так об этом и речь, правильно. Значит, они финансируют... И бюджет союзного государства финансируется больше, чем на 2/3 Россией. А используется он, значит, я сейчас не могу точных цифр провести, но как минимум в Беларуси наполовину. Естественно. И это нормально, это выгодно. Это выгодно. Добре, давайте криху про інше. От партія «Справедливий світ» і персонально Валерий Петрович Ухналёв, наместник старшыні партии, вот перакананы, что союзная держава и поглыбление интеграции в межах этой союзной державы ніякай небяспеки для незалежности Беларуси не нясе. Тым не менш, мы ведаем, што зараз працуюць працоўныя групы, якія там распрацоўваюць вот нешта там, як будзе ісці гэта дарожную мапу, скажем так, этой поглыбления этой интеграции. Вы ведаете, что они там распрацоўваюць? Нет, и это очень плохо. Вот то, что закрыты проблемы вот дальнейшего продвижения, вот этой вот группы, что она не открыта, что там мы не знаем, какие, ведь мы даже не знаем, что значит, что стоит за тем, что нужно углублять интеграцию со стороны России, что они, мы не знаем. Ну, у меня есть преимущество перед вами, потому что я как раз-таки знаю, чем занимается белорусская рабочая группа, да, потому что у меня есть... Официальный ответ руководителя рабочей группы. Зараз будут раскрываться державные секреты. Да. Ганна Анатольевна, лупите. Слушайте, я даже публиковала этот ответ, вы просто невнимательно читали. Значит, Аня Белорусская рабочая группа занимается изучением тех проблем и тех условий договора, которые были выполнены. Есть ответ за подписью Крутого, опубликован на моей странице в Фейсбуке. Мы не знаем тех условий, которые выдвигает российская сторона, и мы не знаем тех условий, которые в ответ выдвинула белорусская сторона. Да. И это тоже несет угрозу того, что Беларусь может оказаться
Нет, вот тут и никакой угрозы нет. Ну, Вот слушай, никакой угрозы нет здесь никакой. Не надо придумывать, чего нет. Идет процесс согласования. Плохо, очень плохо, что мы не знаем, что общество не знает, о чем там они договариваются. Как сказал Маккей, что это рабочие моменты, значит, когда мы договоримся, тогда мы все скажем. Вот это плохо. Но сегодня, не зная, о чем там идет разговор, и какие там ставят условия со стороны России, со стороны Беларуси, говорить, что там именно так, что вот суверенитет, поглощение Беларуси и так далее, ну это просто личные свои как бы мысли, которые не основаны ни на каких данных, ни на каких. Это я так думаю, а я по-другому думаю. Ну и все, и мы с вами разошлись. И понимаете? если бы мы жили в демократической стране, мы бы имели возможность... Ни у меня, ни у вас нету сегодня, значит, аргументов, чтобы сказать, а вот есть, значит, проблема потери суверенитета, независимости, потому. Почему? Нет. Потому что Жириновский сказал там, или еще кто-то. Вы знаете, я, наверное, Это в всё. отличие от вас, более счастливый человек, я не слушаю Жириновского. Я тоже не слушаю Жириновского. Но вы же да. можете его процитировать. Да, не, процитировать не могу, но Послушайте, я знаю, что он говорил. Я работаю в Палате представителей, да, я вижу, как сложно одному или даже не имея простого большинства, провести то или иное решение. Я, как и вы, умею читать, открываю союзный договор. И что я вижу? Что парламент союзного государства абсолютно неблагосклонен состав, да, к Беларуси, потому что, имея 2/3, Россия проведет любое свое решение. Сегодня нет парламента, Аня. Послушайте, но вы же нету говорите... его. Послушайте, Ну я не его спрашиваю... же нет, о чем разговор? Сегодня разговор все о том, решения... что вы говорите об исполнении договора. Я говорю о том, что сегодня все решения, значит, в союзном государстве принимаются на равной основе. Если Беларусь не согласна, оно не принимается. Так? Нет. Согласны? Ну как же? А что приняли такое в союзном государстве, что Беларусь была против, а Россия задавила? Назовите хотя бы один пример. Нету Так такого. мы сегодня говорим о том, что нету союзного государства. Мы говорим о том, что есть договор, который Россия требует исполнять. А я говорю о том, что нет, уважаемые господа политики, уважаемые там люди, которые сегодня управляют Беларусью, давайте мы будем говорить о расторжении данного договора, потому что он не несет блага для Беларуси, он несет для Беларуси. Он несет для белорусов, для простого белоруса нормальные, хорошие преференции со стороны России. И это, я уже говорил, не буду повторяться, это и все, что связано с энергоносителем, это рынок сбыта, это рабочие места, это, значит, возможность учиться в России без всяких проблем. Но вы сами себе проблем противоречите, и так потому далее. что мы только что говорили о том, что 5 стран, которые открывают нам свой рынок, которые предоставляют нам преференции по газу и нефти, потому что у нас будут единые открыть цены. рынок, а другое дело взять. Вот мы с вами говорили трактор. Значит, кто его берет, кроме России? Берут. Вот я вам хочу сказать, единицы. что Казахстан сегодня без проблем нет, берет белорусский трактор. По-моему, я сейчас не хочу ошибаться, но более 50 стран мира покупают белорусский трактор. По 2, по 3 там, штуки в год, да? Мы говорим сегодня об объемах, а объем – это Россия. Послушайте, вот и все. Но мы говорим сегодня о том, что 5 стран, которые включены в ЕАЭС, это намного выгоднее, чем Россия. Хорошо. И тоже единый рынок. Разве союзный договор и союзное государство мешают нам работать в этой пятерке? Я говорю, что он не дает нам преференции, о которых вы говорите сегодня. И я говорю о том, что для того, чтобы вместо того, чтобы тратить бюджетные деньги на развитие вот этого вот проекта, у нас есть те дырки в бюджете, которые необходимо латать. Подождите, значит, не надо так рассказывать. Значит, хорошо, вот бюджет союзного государства, по-моему, 200 миллионов долларов. И сейчас точно не могу, 200 миллионов долларов. Беларусь там 1/3 берет, остальное Россия. Вот, допустим, хорошо даже, пусть 100 миллионов долларов Беларусь, значит, вносит в бюджет союзного государства. Но Беларусь получает за счет того, что нам необходимо 7,3 значит, миллиона тонн нефти, мы получаем 23-24, и остальное мы перепродаем. Мы от этого получаем какие деньги? Сколько? 5, 7, ну, ваша вот лавочка же прикрылась. Нет, подождите, прикрылась. 7 как и прикрылась? 3. Россия сделала налоговый маневр. Теперь это просто сейчас это будет меньше, но это будет. Мы же все равно по союзному договору имеем право перепродавать и нефть, и нефтепродукты. Мы не имеем это право по союзному договору. Мы это имеем в рамках двусторонних соглашений. Об этом и речь. Что двусторонние соглашения решают сегодня наш... основаны на союзном договоре. Нет и нет. Нет, еще раз нет. Я вам могу привести любое соглашение между Россией и Беларусью. Там нигде не звучит о том, что они подписаны в рамках реализации положений союзного договора. Поэтому
давайте будем... Но когда сегодня возникают, значит, проблемы в торговле Беларуси и России с одной или с другой стороны, ну, со стороны России обычно там закрывается, что-то прикрывается и так далее. Вы помните... Они значит, решаются в рамках года, либо Евразийской комиссии, либо двухсторонних соглашений. Но там стоит, прежде всего, вопрос, что и наше руководство всегда говорит, мы союзное государство, мы но у нас все нету вместе, союзного государства. Вы же сами говорите, что союзного государства нет. У нас есть только договор. У нас есть договор и есть то, куда мы прошли. Нельзя говорить, что у нас вообще ничего нет. Нельзя этого говорить. Это же на самом деле что-то есть. Да, не до конца этот союзный. Почему сегодня стоит вопрос и создана эта комиссия согласительная? А вы купите корову с 4 ногами или с 2? Нет. Вопрос в том, что значит, одно дело сказать так, а тут до конца мы не дошли, значит, все бросаем и идем куда-то в другую сторону. Да? Хорошо, идем там в пятерку и так далее. А с другой стороны мы что говорим? Значит, есть договор, он хороший, на наш взгляд, он нормальный, его нужно выполнять. Мы за то, чтобы он дальше выполнялся. Вот и все. Давайте на завершение нашей программы. Все-таки близится у нас выборчая кампания. Парламентская, президентская. Партия «Справедливый свет» на парламентскую кампанию. Вот и кандидаты пойдут вот с таким месседжем про то, что треба поглыбляць інтэграцыю Беларусі і России, ці не будзе гэта абыходзіць гаварыць пра іншае. І вот вы, спадарыня Ганна Анатольевна, таксама вот у сваёй выбарчай кампаніі будете казаць, трэба разрываць саюзную дамову, ці будете на іншыя пытанні все ж таки больше перавагу отдавать. Давайте с вас начнем. Ну, я в любом случае буду продолжать кампанию по поводу того, чтобы этот договор был расторгнут, потому что я считаю, что Беларусь вполне достаточно тех образований, тех, которые уже есть и которые действительно работают и приносят для Беларуси успех и в экономике, и не несут угрозы политические. И, конечно, когда будет у меня мои избиратели спрашивать о том, за я или против, я буду говорить, что я против. При этом абсолютно правильно было сказано, что разрыв или выход из союзного договора никоим образом не означает разрыв отношений с Российской Федерацией. Это будет означать только то, что Беларусь будет развивать отношения как с Россией, так и с западными, европейскими странами, там, ближней и дальней дуги. Валерий Петрович, коротко. Ваш отказ. Да, значит, партия «Справедливый мир» однозначно, это может не самый основной, наверняка не основной вопрос, который будет в программах, предвыборных программах наших кандидатов, вот, потому что прежде всего у нас, конечно, проблемы наши, белорусские, как их решать, будут у нас главными. Но то, что касается союзного государства, да, все кандидаты партии «Справедливый мир», и я просто в этом убежден, будут говорить о необходимости дальнейшей интеграции с Российской Федерацией. Не думайте, что частка все-таки ваших выборщиков, хай яны и приверженцы там левых поглядов, але адвярнуцца от вас, бо обвинуватить вас у подрыве национальных интересов Беларуси? Я думаю, как раз наоборот. Та частка, значит, граждан, которые не, значит, наши даже приверженцы как левых, там, коммунистических, марксистских взглядов, но за однозначное расширение связей с Россией, наоборот. Я считаю, что мы приобретем больше избирателей, если мы будем говорить о том, что союз с Россией, углубление интеграции с Россией сегодня это выгодно для Беларуси. Таким чином, партия «Справедливый свет» Валерий Ухналёў сцвярджаюць, што союзная дамова не нясе пагрозы незалежнасці і суверэнітэту Беларусі і настойваюць на неабходнасці паглыблення інтэграцыі ў межах саюзнай дзяржавы. Ганна Канапацкая, депутат Палаты прадстаўнікоў, сцвярджае, што саюзная дзяржава ўжо сябе дыскрэдытавала і варта разрываць гэтыя адносіны і супрацоўнічаць з той же самай Расіяй і з іншымі нашымі суседзямі ў межах ЕАС. Дзякуй вялікі. Зміцер Лукашук працаваў для вас у студыі. Гэта быў сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы.